Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Вам срочная весточка от высших сил. Давайте посмотрим, что высшие силы прямо сейчас, в этот самый момент говорят вам. Что посылают, какую информацию важную вам отправляют. Загадайте, пожалуйста, на себя и на свою весточку. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие и любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, рыба, причем крупная рыба. Деньги. У кого-то деньги, а у кого-то прям 100% любовь, да, потому что рыба и деньги, значит, и любовь. Высшие силы вам посылают деньги, высшие силы посылают вам любовь. Возможно, вы как раз-таки нуждаетесь в деньгах, и вы очень переживаете. Возможно, вы молились, просили, загадывали, в отчаянном положении находитесь. Деньги придут. Вот она, рыба, смотрите. Еще рыбу так показали, знаете, вот она как бубновая масть, да, а вот он хвостик ее. Ну, я думаю, что вам видно эту рыбу, да? Сейчас я вам ближе покажу. Вот она. Вот хвостик. Две палочки, и вот она сама рыба. И вам ее буквально вот из рук в руки передают. И также, мои хорошие, если вы очень одиноки, если у вас пустая личная жизнь, вам не хватает любви, опять же, любовь бывает разная, да, возможно, вам не хватает надежного человека рядом, возможно, не хватает любви от родственников, от близких людей, да, все разные, у каждого своя проблема, то и любовь придет в вашу жизнь. Вас, я так понимаю, награждают, либо одаряют, ну, а может быть, слышат ваши мольбы, слышат ваши молитвы и дают вам именно то, в чем вы нуждаетесь. Причем у нас рисунок вышел в самом основании, в корне, да, отсыпки, поэтому ждите, кому-то деньги, а кому-то любовь. Вот что вам необходимо, то к вам и придет. Вот, высшие силы вам посылают, отдают, дарят, награждают, преподносят, да, можно разные слова подбирать, но это вам, именно вам идет. Дальше. Высшие силы говорят о том, что вы с чем-то справитесь. Вот они говорят, мы знаем, ты справишься. Может быть, перед вами какая-то очень серьезная задача стоит. Может быть, вы столкнулись с какой-то очень серьезной проблемой, неразрешимой проблемой. Дилемма какая-то в вашей жизни. Может быть, выбор, может, еще что-то приключилось. Высшие силы говорят, ты справишься, у тебя получится. Сейчас ты грустишь, тебе тяжело и трудно, но не за горами то время, когда ты будешь плясать, танцевать, веселиться. Да? То есть, когда человек танцует, когда у него хорошее настроение, когда все случилось, все получилось. Вот есть же такое выражение «плясать от счастья», да, танцевать от счастья. Вы справитесь. Высшие силы говорят, что давай, продолжай, у тебя получится, борись, сопротивляйся, что-то делай, греби, да, плыви. Ты обязательно справишься. И проблема-то не такая уж сложная, да, либо не такая огромная. Да, возможно, в сегодняшнем дне вам кажется, что ой, боженьки, я не смогу, у меня не получится. Это что-то невообразимое, с чем я столкнулась. Как будто бы бетонная непроходимая стена. Но высшие силы говорят, нет, ты сможешь, у тебя 100% получится. Просто делай, вот что можешь, то и делай, да, не сдавайся.
Не отчаивайся, они в вас верят, они уже наперед знают, что вы справитесь. Это будет славная победа для вас, либо очень крутое достижение, которое действительно вас порадует, зарядит вас, замотивирует. Возможно, вы потом и других людей будете мотивировать, рассказывая свою сложную историю, да, как вы справлялись, как вы боролись, как вы не сдавались и получили свой результат. Да, другим будете говорить, других будете мотивировать. Но вот высшие силы в вас верят. Говорят, отступать нельзя, ты сможешь, у тебя получится, это тебе по судьбе. Да, вот с какой-то проблемой справиться, либо ситуацию какую-то разрешить. Дальше. Вот здесь показывают, вы о каком-то человеке жалеете, плачете, жалеете, тоскуете, вам этого человека не хватает. Человек, который как-то, с левой стороны. Давайте скажу, как вижу. Я вижу, что человек к вам не очень хорошо относился, а вы человека, наоборот, как-то принимали, поощряли, прощали, глаз один закрывали, да, типа показалось, он хороший, да, либо она хорошая, если смотрит меня мужчина. Как будто бы какие-то очень неудачные отношения были, и человек вот куда-то делся, да, пропал, был и ушел, да, либо вы поссорились с этим человеком на пустом месте, теперь не общаетесь, и вам этого человека как будто бы не хватает, и вы, возможно, живете надеждой, что этот человек вернется, придет обратно. Я вам так скажу, человек от вас ушел не просто так, а потому что ему было чрезмерно стыдно перед вами за ложь, за обман, за, аморальные поступки, скорее всего, да, человек там как-то плохо поступал, а потом на вас вину перекидывал, да, скорее всего, какой-то газлайтинг был, абьюз у кого-то мог быть. И человек просто вот совесть настолько замучила, что вот прячется от вас, да, скрывается, прячется. Вот. А вы вот действительно добрая душа, доброе сердце, вы привязались к этому человеку, а может быть, пожалели этого человека. В общем, вы тоскуете. У меня для вас две новости. Первая новость, что этот человек вернется еще в вашу жизнь. Вернется, и вы буквально уже другими глазами посмотрите. И вторая новость, этот человек вышел из вашей жизни, потому что его же совесть не позволяет быть рядом с вами. То есть совесть ему прям кричит, понимаете, долбит ему в мозги, что ты недостойна такого человека. Недостойна. Все, в глаза не может вам смотреть, не может. Поэтому и пропал. Тут, знаете, можно даже сказать, что отвели, да, совесть этого человека при помощи ангела, высших сил этого человека отвела от вас. Вот. Сейчас вы этого не понимаете, но придет время, когда вы поймете. Перекреститесь и скажете: слава Богу, что ты ушел, слава Богу, что ты ушла. Как я благодарна небесам за то, что мне дали понять, рассмотреть, кто ты такой, кто ты такая. То есть у кого-то отыграется, что вы мужчина, о какой-то женщине думаете, тоскуете, которая вас недостойна. А у кого-то отыграется, что вы женщина, и мужчину вспоминаете, думаете о мужчине, а он вас совершенно недостоин. Его же, либо ее же совесть не позволяет быть вам вместе. Не позволяет дальше вас газлайтить и обманывать, понимаете, абьюзить. Вот и все. Сейчас вы это еще не осознаете, не рассмотрели, так сказать, да, еще вот эти розовые очки носите, но со временем все поменяется. И этот человек еще вернется, но вы уже другим взглядом будете смотреть, вы уже совершенно другие чувства и эмоции будете испытывать. И еще здесь показано, что вы уже не будете одна либо один, с вами рядом кто-то будет действительно нормальный, адекватный, тот, кто по-настоящему будет вас любить и о вас заботиться. Вот, так что не тоскуем, не переживаем, все еще будет, все еще поймете. Да, так иногда бывает. Люди по доброте душевной не хотят видеть негатив в других, да, потому что вы сами очень позитивный человек, добрый человек. Вы не хотите и не можете видеть негатив в другом человеке. Вот, но все откроется, все вскроется. Дальше. Женщина носит за пазухой большой-большой камень. Женщина, которая... Но она то ли завидует вам очень сильно, то ли считает, что вы ее чем-то обидели. Именно женщина одинаково справедливо и к мужчинам, и к женщинам отыграется. Что-то очень плохое задумала, у нее там такие грандиозные планы,
чтобы вас вот наказать, покарать, чтобы вы там прям слезами умылись, чтобы жизнь малиной не казалась, да, хотя у вас, ну, жизнь достаточно сложная, я это вижу в отсыпке. Опять же, непонятно за что, потому что вы очень добрый человек, я это тоже вижу в отсыпке. Ну, в общем, носит огромный камень, булыжник, прям такой, знаете, конкретный, у себя за пазухой. Ходит, колючки в вас бросает, да, вот такие колючие взгляды. Может быть, она еще ничего не говорит, ничего не делает, но взгляды очень колючие и прям, знаете, заметные. Вот тяжелый взгляд на вас ложится. Носит камень за пазухой. Знаете, вы, конечно, замечательный человек, но нужно уметь границы, да, ставить, выставлять, расставлять границы. Вам этого не хватает, не хватает. И вот такие вот люди, они, ну, вам встречаются. То есть, скорее всего, может быть, она от вас чего-то там ждала, допустим, вы мужчина, да, и женщина от вас там ждала, положила на вас глаз, ну, либо хотела вами воспользоваться как мужчиной, а вы, например, сказали нет, да? Либо сказали, ну, можем дружить, общаться, но не более того. Вот. Либо вы женщина, да, и другая женщина там обзавидовалась, посчитала, что вы ей там дорогу перешли, что из-за вас ее там не замечают, корону потеряла, да, вот могла вот обидеться. Научитесь за себя бороться, научитесь отстаивать себя и вот эти границы, да, расставляйте границы. Всегда и со всеми расставляйте границы. Где-то границы должны быть прям 5 метров, да, вот забор 5 метров, а где-то, ну, может, достаточно просто какую-то черточку, да, вот сюда не заходи, вот здесь моя территория. Это очень важно. Вы слишком открытый человек, открытый, добрый, душа нараспашку, да, про таких говорят. Что касается этой женщины и этого камня, ну вот мне идет, что она от этого камня надорвется. Так долго будет его носить, что надорвется. Скорее всего, ну, возможно, там, в ближайшем времени у женщины, ну, что-то вот со здоровьем случится, да, какой-то, может быть, там, приступ, заболевание, травма может произойти. Вы сразу поймете, кто этот человек. Что делать? Держаться подальше, не подпускать близко к себе, не верить этому человеку. Ну, и, конечно же, границы. Нужны границы. Дальше, мои хорошие. Вот тут работа чья-то показана. Почему-то у вас работа – это как больная тема. То ли вы не можете найти работу, уже согласны где угодно работать, лишь бы работа была, да, но найти не можете. А у кого-то отыграется обратная ситуация. Вы очень хотите, ну, уйти с работы, либо поменять работу. И тоже как-то не получается. Я вам так скажу, вы, понятное дело, все разные. Ну вот все, мужчины и женщины, все разные. Разный возраст, в разных странах живете, разное положение, разная ситуация. Я вижу для вас определенный путь, предопределенный. То есть уже как бы прочерчена эта линия. Ваша будущая работа, либо как перемена места работы, они уже прорисованы в вашей судьбе. Что нужно, так это подождать. Да? То есть раньше времени не получится. Да, вы можете сейчас найти любую рандомную работу, поработать там буквально пару дней, понять, что прям вообще это не ваше, не про вас, вам будет очень неудобно, некомфортно, вы все равно оттуда уйдете. Но просто душа не лежит, это не ваше, вам это не по судьбе, и вы как бы еще больше можете расстроиться. И то же самое, вы можете сейчас куда угодно перейти, но там будет не ваше место, вам тоже там не понравится, и вы тоже очень сильно расстроитесь. Вот. Не спешите менять работу, да, уходить с работы, менять работу. И не сильно расстраивайтесь, если вы не можете найти работу. И я вижу для вас уже очень теплое место приготовлено. Прям теплое, комфортное, такое, знаете, светлое место. О чем это говорит? О том, что и работа вам будет идеально подходить, и вы на работе на этой раскроетесь. Очень классные, комфортные условия у вас будут. И очень хороший начальник, хороший коллектив. Вот, это уже предопределено. Мне вообще идет месяц, полумесяц, растущий месяц. Возможно, следующее новолуние. А возможно, в прямом смысле слова, следующий месяц.
Да, вот будет вам предложение, причем предложение вас найдет само, либо человек вас найдет, там будет предлагать вам, может быть, вы случайно там в интернет зайдете, и вам сразу раз и это объявление по работе. Вот, место для вас уже приготовлено. Других моментов я не вижу. То есть, да, вы можете пойти наперекор, куда-то устроиться, либо просто уволиться, но просто будете терять время, будете сидеть дома без денег или устроитесь куда-то, где отработаете там, ну, за спасибо, за бесплатно. Поймете, что это не ваш вариант. Вот какое-то теплое место вам приготовлено. Если вы не ищете работу, но ищет ваш близкий человек, ну, то же самое, да, вот какое-то предопределенное место. И вот как никак не обойдешь, да, вот нет других вариантов. Вот по судьбе работать там, да, и только там. И другие места не подойдут, либо другие места будут очень, ну, негативными. Вот, поэтому лучше дождаться своего. Момент новолуния, да, следующее новолуние, либо это следующий месяц, календарный месяц. Так, еще одна весточка касается времени. Почему-то говорят, что у вас совсем мало времени осталось. Я вот не могу понять, для чего мало времени осталось. Может быть, у вас какой-то дедлайн, да, может быть, вы понимаете, что у меня еще там какой-то период есть, а потом все, как бы, да, время закончится. Может быть, вы на что-то решиться не можете. Либо вы к чему-то приступить не можете. Может быть, и еще что-то. Ну вот говорят, что времени мало осталось. Или делай сейчас, либо потом уже не успеешь. Как-то так показали. Потому что часы песочные, они уже, ну, наполовину пустые. Да? То есть времени в обрез. Занимайся либо сейчас, либо, в принципе, ты уже не успеваешь. Как-то так показывают. Дальше, мои хорошие, вот здесь показано, что скоро люди соберутся в одном месте, под одной крышей. Как что-то, знаете, будет обсуждаться, либо о чем-то люди смогут договориться, либо принять какое-то решение. Вот как будто бы все вместе. Тут либо семья, либо, ну, как и семья, и родственники, а может быть, это какое-то собрание, да, может быть, какие-то люди должны собраться для того, чтобы принять решение. С левой стороны решение будет принято хорошее, правильное. С этим решением все согласятся, все поддержат. Может быть, это решение по поводу вас, да, вас, вашей персоны, вашего будущего. Может быть, это будет ваше семейное решение, да, либо там с родственниками будете решать. Но вот под одной крышей все соберутся в очень теплой, мирной обстановке, дружеской, там, любовной, и решение будет принято. Вот об этом говорят. То есть сейчас ничего поделать нельзя, нужно вот дождаться этого момента, когда все люди соберутся и когда решение будет 100% принято. Дальше. Вы какого-то человека подозреваете в чем-то плохом, негативном. Ну, у вас это как подозрение, да, ощущение, подозрение. Высшие силы говорят, что вы абсолютно правы, что вы прям интуитивно почувствовали, да, либо ваша интуиция на все 100 сработала. Человек действительно такой, как вы думаете, либо даже хуже, чем вы думаете. Может быть, у вас там при встрече с этим человеком какие-то реакции идут, там голова начинает болеть, тошнит, дрожь пробирает, либо холодочек идет. Может быть, в принципе, да, вы вот прям смотрите на человека, думаете, господи, какая-то негативная аура, и возможно, как бы, знаете, вы там уже начали догадываться, сопоставлять какие-то вещи, понимаете, что человек не тот, за кого себя выдает, и человек вот прям такой плохой, негативный, опасный, может быть, даже, да. Вы не ошибаетесь, вы абсолютно правы. То, что вы пытаетесь другим людям открыть глаза, ну, либо делитесь своими, ну, переживаниями, своим мнением, своими подозрениями, ну, как бы это так не работает. К сожалению, свою голову другому человеку не оденешь. И там люди, как будто бы они зачарованные, да, зачарованные. Люди, которые слабые, не обладают такими способностями, как вы. И, ну, что уж там греха таить, да, не такой высокий уровень IQ,
как у вас, да, не настолько интеллектуально развиты. Это очень благородно, то, что вы хотите всем глаза открыть, но с другой стороны, не надо этого делать, да, потому что каждый проживает свою историю, свои испытания, свои уроки. Возможно, те люди, которым вы хотите помочь, должны просто пройти эти уроки, свои испытания пройти. Вот. Прекратите паниковать, прекратите себя накручивать. Смотрите, вы здесь ни на что повлиять не можете. На что вы можете повлиять, это только лишь на свою ситуацию. То есть вы чувствуете, что человек плохой, негативный, все, держитесь подальше. Вот. Придет время, все поймут, что вы были правы, все поймут, что были глупыми, что вас не слушали. Да? Это все обязательно произойдет. Но в данном конкретном случае лучше ничего не делать. Да? Воздержитесь. Вы уже всем все сказали, кого надо предупредили. Если люди не хотят слышать, но это уже не ваша проблема, это их проблема. Они еще потом придут к вам. Обязательно придут и будут говорить, что ой, какие мы глупые, почему мы тебя не послушали, ай-яй-яй, ой-ой-ой, вот будут вам жаловаться. Ну, тогда вы слушаете, да. Вот. Ну, в следующий раз, наверное, будет по-другому. Я вижу, что вам обидно, вы хотите предупредить людей, но люди не хотят слушать, да, либо говорят, что вы там придумали, выдумали, да, что у вас какое-то мнение, да, такое вот неправильное, некорректное. Вот. Но вы абсолютно правы, высшие силы подтверждают. Так, еще высшие силы говорят о каком-то вопросе, где не была поставлена точка. Это что-то из вашего прошлого. Пока там нет точки, будущее не раскрывается. Где-то вы для себя что-то не закончили, либо вы с кем-то что-то не закончили. Вот в каком-то вопросе не была поставлена точка. И это будущее, оно тянет назад. Да? Вам нужно идти вперед, но тянется назад. И если вы вне сурка, да, ничего не меняется, вы как будто бы в каком-то ужасном, нелепом лабиринте постоянно натыкаетесь на стены, и выхода не можете найти, это все потому, что вы в прошлом не поставили точку. С чем-то, либо с кем-то вы не разобрались и что-то не закончили. Как только это будет сделано, вам дорога в будущее сразу же и откроется. Из лабиринта вы выйдете, из застоя вы выйдете, и этот день сурка закончится раз и навсегда. Может быть, это еще и как какая-то обида. Может быть, это еще и как какое-то подозрение. Вернитесь в свое прошлое физически, либо мысленно, да, разберите эту ситуацию, обязательно поставьте точку и дальше идите в будущее. Возможно, вы урок не прошли, возможно, вы не сделали правильные выводы. Может быть, вы просто испугались, либо ужаснулись, не захотели, может, неприятно вам было, да, с кем-то разбираться и ставить эти точки. Вот. Но это очень важно. Пока прошлое не окончено, будущее не прорисуется, не откроется. Дальше, мои хорошие. Что вы раздаете? Вы что-то раздаете. Либо кому-то что-то дарите, либо даете, свое отдаете. Это очень плохая идея, плохое времяпрепровождение, и это может быть чревато для вас. Смотрите, вы, понятное дело, хотите помочь. Вы помогаете, да, вы ненужные вещи отдаете, либо вы, допустим, для кого-то что-то покупаете, да, пытаетесь поддержать человека, либо помочь человеку. С одной стороны, для высших сил это очень благородно, но с другой стороны, люди неправильно к этому относятся. Знаете, как они считают? Они считают, что вот она с барского плеча, значит, мне обноски дает. Да? Нормальный бы человек поблагодарил, сказал: ой, спасибо, да, я денежку сэкономлю, вот у меня теперь одежда есть или еще что-то есть. А вот эти люди, они относятся так, как будто бы вы над ними издеваетесь, самоутверждаете, что вы им обноски даете, либо самое дешевое покупаете. Да? Очень плохо думают, очень плохо относятся к вашим подаркам. А вы деньги тратите, да? Либо вы даете свои хорошие вещи тем, кто их недостоин, да? Кто их потом, не знаю, выкидывает, допустим, либо обряды на них проводит, либо шепотки шепчет. Понимаете, не надо. Не надо. Хотите отдать вещи, отдайте тем, кто вас не знает. Вот есть же, не знаю, в некоторых странах я видела, есть такие
Вот в Турции в той же есть ящики, куда вы, например, можете свою одежду, которую вы не носите, вы ее туда сбрасываете в этот ящик, а потом ее там раздают тем, кто нуждается. Есть эти комиссионки, магазины, да. Есть вот в церквях, допустим, служители, как правильно сказать, которым можно отдать и сказать, что я вот хочу сделать донат, я хочу передать там свои вещи. Вот. А знакомым не давайте, не давайте. У вас знакомые такие уже зажравшиеся, они вместо благодарности вам черную неблагодарность дают. Начинают там еще и возмущаться, что вот обноски дешевые, да, вот такие даже слова идут. Не надо, не заслужили, недостойны, не могут оценить. С такими маленькими черными сердцами люди не могут понять, что вы для них делаете. Не могут. Не могут и все. И лучше им ничего не давать. Ну, в лучшем случае, да, вас осуждают за то, что вы даете, а в худшем случае могут даже какие-то черные практики делать на те вещи, которые вы передали, либо на те подарки, которые вы дали. Да? Лучше этого всего избегать. Ну, прям совсем некрасиво. Дальше. Ну, и здесь показано, что вы как-то у всех на виду. Возможно, имеется в виду, что очень многие люди интересуются вами, интересуются вашей жизнью. И показано, что очень много вот завистников есть. Нет, есть и настоящие друзья, преданные друзья, верные друзья, там, любящие родственники. Но и завистников очень много есть. Вы у всех на виду. Возможно, вам необходим какой-то оберег, либо талисман, либо защитная молитва. Что-то нужно делать, чтобы вас так сильно не глазили, чтобы сильно вам не завидовали, чтобы этот весь негатив не ложился на вас. Может быть, даже какие-то яркие вещи носить, которые будут принимать на себя вот этот первый черный взгляд. Либо там грязные слова будут принимать на себя. Вы очень яркий человек, скорее всего, да, поэтому на вас так сильно обращают внимание. И вы, да, ни на кого не похожи. Вы очень индивидуальны, уникальны. И это тоже бросается в глаза. А люди, они склонны к зависти и склонны к тому, чтобы вот не свою жизнь проживать, а за чужой следить. Да, очень так некрасиво. Тут если работаете, то на работе с вас никто глаз не спускает. Если не работаете, то там соседи, всякие там люди, которые вокруг вас. Очень много и разговоров ходит, и очень много внимания идет. Талисман, оберег, либо молитва. Да, носите с собой, пусть вас защищает. Приобретите себе, либо сами сделайте, да, носите с собой, пусть вас защищает. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.